Доброго времени суток, дорогие друзья! Мы приветствуем всех, кто смотрит телеканал Якутия-24. Сегодня мы находимся в городе Покровск. И неспроста, ведь мы пришли в гости к мастеру народно-художественных промыслов Республики Саха-Якутия. Это Анисия Кузьминична Фадеева. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот, которая уже много лет создает прекрасные образы. Она шьет потрясающие костюмы, платья. Но обо всем по порядку. Анисия Кузьминична, давайте вспомним. Как вы стали заниматься подобным своим увлечением и в каком году это все началось у вас? Так, я забыла, когда началось. Я вообще профессиональный закройщик по верхней одежде. И когда на пенсию ушла, 20 лет назад уже, и я занялась пошивом для себя, для души, лоскутным шитьем занималась и национальной одеждой. Национальную одежду я узнала в 96-х годах от Светланы Ивановны Петровой, доцента СВФУ Амусова. И я у нее обучалась 5 лет. Азам якутской национальной одежды. Ну вот здесь мы видим, ваши работы. Это совсем такая нетипичная, нетрадиционная, якутская одежда. Расскажите об этом поподробнее. Я занялась коллекцией одежды семьи Ксенофонтова Гавриила Васильевича, известного в нашем районе этнографа, историка. Это одежда его семьи. То есть вы сделали реплику, да? То есть копию сделали? Да. Но очень красиво, да, здесь? Изучали в музеях по старинным фотографиям. То есть вы реконструировали, можно сказать, тогда? Реконструкции. Фотографии видели и сделали? А это все-таки в то время так прямо ходили в таких подобных, нарядах? Да. Очень интересно. А материал это все выбирали тоже сами, да? Сама. То есть как посчитали? Вот здесь у вас даже вышивки, да, есть? Это практически как свадебное платье, да? Выглядит. Очень шикарно. Называется выходная одежда. То есть это не на повседневку так ходили, да? А вот это тоже все было или это вы уже добавили от себя? Нет, в то время носили жабо. Жабо, перчатки, шляпки носили. Это какой век, получается? Начало 19 века. Начало 19 века. Но сейчас вы в этом не ходите? Это у вас просто как коллекция стоит? Я хожу. Ходите вы сами так? Так, здесь по Покровску? На ИСЭХ хожу. На ИСЭХ ходите, носите эти красивые. Наверное, самая красивая на ИСЭХе, наверное. Да. Так, здесь у вас тоже, я вижу, да, есть такие? Вот это не просто якутское, можно сказать, да? У них совсем особенное все. Потому что тут оно как двухъярусное. То есть здесь один как уровень и другой уровень. То есть это не совсем такой типичный холодай, да? Да, тут несколько ярусов, да? Да. Очень интересно. Здесь и пальто, это да, тоже, у вас? И это тоже. Это пальто летнее. Ваши работы все, да? Здесь очень красивая у вас фурнитура такая, да? Ну, это все, раньше такие петли делали, петли. Кожаные, да, как из кожи? Да. И, это летнее. Это чисто традиционное шитье. Сборка, да? Да. Вот так собирали рукавчики, да? Да. Очень интересно. Бархатная отделка бывает, я эту сделала. С подкладом оно. Это там. Какая красота, да? Так, здесь мы видим красивое летнее платье в вашем исполнении, да? Это современное для девушек. Очень красиво. И мужской камзол. Мужской камзол. Оно со складками тоже. Это традиционно должно быть. Да. Мы видим это на якутских мужчинах, да? Обязательно. Я пропагандирую национальную одежду еще. Правильно, то есть продолжаете, сохранять ту самую культуру, народа Саха. Так, здесь у вас, я вижу, у вас те самые, лоскутные одеяльца. Да. Лоскутное шитье называется. Это то, с чего вы начинали, да, практически? Я вначале с этих начала, да.
есть это такие картины, да? Да, люблю природу. Тут как бы природа. Очень красиво. Да, мы видим здесь. Мгм. Вот первый снег называется. Вот снег идет. Мгм. А это вот ледоход. Ледоход у меня. Мгм. Ну да, дорогие друзья, можно присмотреться, увидеть Да. вот как будто бы льдины плывут, да? Да. Это ж да. вы нашли такой, да, Да. кусочек ткани, и Ага. все, и вот река наша Лена, Мгм. все есть. Я люблю очень свой улус, Мгм. реку Лену. А вы родом с Хангаласского улуса, да? Да, да. И здесь родились, здесь жили, да? Да, да. И здесь творили Вот мелкие вот эти собираешь и кусочки. шьешь. Какая кропотливая работа, да? Это ж сколько Да. времени-то потратили на И это дело? каждую утюжить надо еще. Каждый шовчик нужно утюжить, проглаживать. Сколько времени ушло на эту работу у вас? О, ну я это тут где-то месяц, наверное, сидел. Ну, всего лишь месяц. Да. Я думала, вы скажете несколько лет. Не, месяц. Это машинные работы. А бывает еще и ручная. Ручная работа посложнее будет. А Да. вот мы видим, да, здесь у нас Да, да. алукмас, да? Да, алукмас. Мгм. Вы, наверное, участвуете в различных На выставках, выставках, да, да, занимаете да. призовые места, Да, потому что да. ну, это очень красиво, да? Мгм. Всю жизнь да, посвятили такому увлечению. Мгм. Ну, чтобы мелкие лоскуточки тоже в пользу пошли. Ну да, чтобы ничего Да. не выбрасывать, да, все. Безотходное производство как бы. Очень красиво. Так, но сегодня мы с вами поговорим на другую тему, да? Сегодня мы приехали к вам в гости, потому что мы знаем, что вы знамениты своими шляпками, дорогие друзья. Да. Обратите внимание, такого мастера в республике, мне кажется, будет очень сложно найти, да? Да. Я как начала вот эти шляпы к этим костюмам, кстати. Да. Они носили шляпки вот такие. Да. Это все ваши идеи или вы тоже брали это с каких-то С фотографий. с фотографий, да? Да, То есть да. С фотографий. И когда я начала вот эти изготовлять, теперь все в республике тоже со шляпками носят. да, то есть смотрите, шляпочка такая. У нас, наверное, нет мастеров больше, кроме вас, да, кто шляпками занимается? Нет, ну теперь они это увидели, да? Популярно стало. Да, да. И популярно стало, да. Вот так? Да. Немножко на лоб. На лоб? Вот так? Во-во-во-во. Во как незнакомка прям. Да? Вот. Да, Мне да. кажется, и очень красиво. Да, так. Вот, кстати говоря, вот секретами этого пошива, изготовления вот таких шляпок сегодня с нами поделится Анисия Кузьминична, правильно? Да. Ой, а посмотрите, какая здесь красота. По цвету тоже. подходит под мой пиджак даже. Да. Ой, красота, да и только. А у вас есть любимая шляпка? Э, Или самая дорогая для вас шляпка? Нет, мне все одинаковые. Да. Да. А представляете, вот так пришла я, да? Перышко сзади Праздник. только должно быть. Где? Перышко? Перышко сзади, вуаль спереди. Еще же правильно нужно Вуаль. носить эти шляпки. Да, Вот. Представляете, это будешь всегда, наверное, замечено всеми Да, на любом да, мероприятии, да, да? да, Ой, а да. здесь у вас прям цветы, да? да. Ой, это опять спереди, да? Да. Вот так вот. Какая красота. И это все ручная работа, да? Не повторяете вы? Нет. Все в одном экземпляре, да? Ага, да. Все разные. Очень красиво. Заказывают. Ну, иногда заказывают. Аж даже в Питер отправляю. Да вы что, то есть в ваших шляпках ходят по улицам Питера, да? Да. Ну, давайте немножечко расскажем и поделимся секретами, как вы шьете те самые шляпки. Возможно, для кого-то это будет таким примером, да? Почему бы нет? А может быть, попробуют и Да, да. создадут свою шляпку, да? Ну, а тем временем я вот вижу у вас швейные машины, да? Анисия Да, Кузьминична, да. шьете на ней? Шью. Она рабочая? Они рабочие. Какого ж года-то эта машинка? Вот швейные машины. 18 век поди. И до сих пор на ней работаете? Да. Очень интересно. Ну и здесь основная ваша машинка тоже, Да. я смотрю, не по... А это 70-х годов машины. Вот так вот, да? Мгм. А здесь? Ножная, ножная. Обратите внимание на эти ножницы.
Анисия Кузьминична, Да. что за ножницы? Мне кажется, навряд ли... Это закройные ножницы, которыми я работала вот, в ателье по крою верхней одежды. Пальто, мужской одежды еще. Вот так, да? Да. То есть, а где вы взяли такие ножницы? Их что, раньше продавали такие? Нет, это кустарная работа. Это когда я на стажировку ездила в Ростов-на-Дону, там купила. Видите, какие у вас уникальные есть вещи, да? И самое главное, они вам до сих пор служат, да? Да. Верой и правдой. Отлично. Вот. Раритет, можно сказать. Да. Это я ездила обучаться на шапошниц-модисток в Ростов-на-Дону. И приобрела этот ножницы. И в то время обучалась шитью формованных шляпок. Формованные это на болванке одеваются. Фетр, велюр, там колпачки бывают. А, ну вот такие вот Да, носят, их да? распаривают в горячей воде, а потом на форму натягивают. И получается тоже типа этих таблетки назывались, шапочки. Да. И А потом... сейчас у вас такие вот, да? Ага. Больше такие более вечернего плана, да? Да, это вечернее, выходное, нарядное. Нарядное, да. Мгм. Но незамеченной не останешься с такой шляпкой, да? Для Да, модниц прям, да, да? да. Вот вы говорите, что это к тем самым костюмам, да? Да, тем Ой. самым. Представляете, если прийти на какой-нибудь праздник вот в таком Да. костюме, да еще и с такой шляпкой, Да. И это поглядите. вот так вот. Вот так. Это вот. Очень красиво. И значит, вы так на эссе ходили, да? Да. Ну, участвую на конкурсах республиканских и на фестивалях. Тоже выступаю. Понимаете, призовые места. Да. Ну, я думаю, всем нашим телезрителям уже интересно, как же создаются те самые шляпки. Шляпки, так, я делаю выкройки, например, вот так вот. Вот это называется донышко, а вот это, которое по краям шьется, это тулья называется. Тулья. А вот они так и должны быть, одна короче, другая выше? Я вот так должна держать. Вот так. А здесь Да. по размеру, да? То есть надо знать размер головы, да? Да. Или вы стандартно шьете? Нет, разные они, разные. То есть, по сути, вот только 3 элемента должно быть, да? И потом переносите это на ткань. На ткань. На ткань вот выкроила я. Вот бархатная будет теперь шляпка. Сегодня Вот будет так я бархатная вышла. шляпка. Вот я выкроила по лекалу, по этой выкройке. Вот так. И вот это вот можно назвать головка или же вот донышко. И к ней еще выкраивается подкладка. Вот я подкладку приготовила. Точно так же. И донышко шляпки. А это вот ко второй. И то есть вот так, по сути, да, не так уж и сложно. Да, Главное да. правильно все грамотно Да. измерить, Собрать. и вырезать и собрать. И дальше вы прошиваете. Да, прошивается. И вот это вот к донышку. Вот так прошивать надо. И отдельно вот верхнюю часть, лицевую. А какой-то подклад вы сюда делаете или нет? Ну, Чтоб она... для жесткости можно сделать клеевую. Ну, а если она мягенькая, то не обязательно, да? Да. Отлично. Анисия Кузьминична, а как вы передаете свои вот знания современному поколению? Может, мастер-классы проводите? Может... Да, я провожу мастер-классы. Иногда дома приглашаю, иногда там, в Покровске. Я несколько групп выпустила по шитью. В каждом улусе есть свои эти исторические люди, которые ну, там, в 18-19 веке показывали одежду старинную.
То есть можно посмотреть, поднять архивные Да, сводки, да. да, и восстанавливать те Музейные. самые, да? Да. А почему вы выбираете вот работу все-таки на такой достаточно несовременной машине, да, а такой вот машинке того времени? Мне все нравится. Старинные машинки тоже я люблю. А на современных тоже работаете или все-таки нет? Современные есть у меня, есть. Современные есть машинки. Золотые. Но ножницы все равно лучше иметь свои те, да? Да. Тех времен. Собственные. Собственные. А как вы их точите? Фамильные. Точите или не точите? Точим. Муж Затачиваете? Муж затачивает, да. Я никогда не видела таких ножей. Это, конечно, уникальный у вас такой. Она вон Экспонат. от работы стерлась еще. Да. Обратите на вас даже потертости такие, да, на рукоятке. У меня еще и на машинке, вон, смотри, след один. А, Потому что я одной ногой только качаю педаль. 70-х годов. протерлась, да? Да, она работает. Вот верхняя часть готова. Ну, ее можно приутюживать или же вот так строчкой. Строчкой сделаем по краю. Шов. Я обучалась 5 лет на курсах у Светланы Ивановны Петровой, доцента СВФУ Амусова. Да, то есть Специально учились 5 лет. вот так вот, да? Чтобы уметь шить такие красивые наряды. Да. Обучали одежду якутскую, допустим, да? От начала до конца. От начала. Бывают же кожаные меховые изделия. Как они обрабатываются, как они шьются, как нитки делают. Делали в старину. Все это изучали вы? Да. Все умеете? Ну, можно сказать, да. Это знать надо все. Не с бухты-барахты шить-то. Да. Ну, многие не изучают. Многие не изучают и шьют. Это неправильно, да? Неправильно. Нужно учиться и соблюдать все. Каноны, пропорции. Цветовую гамму в одежде. А помимо шитья у вас есть еще какие-то увлечения? Помимо шитья я могу рисовать маслом, лепить глиной. Ой, то есть талантливый человек, талантлив во всем, да? Да. Все умеете? Я училась лепке глиной у американки Сан-Кориджа. Приезжала женщина и учила в городе Якутске. Тогда Яву называлась. То есть вы постоянно всю жизнь чему-то новому учились, да? Да. Ходили на курсы, Да. то есть На специально- повышение курсов. Да. То есть все время учились чему-то новому. Да. А сейчас есть какая-то мечта, может, что-то еще новое узнать, познать? Сейчас, да. Да. Ну, что я еще не умею? Что вы еще хотели сделать? Научиться? Машину водить не умею. Машину хотите научиться водить? А почему бы и нет, да? Да. Машину не умею водить. Будете потом по Покровску гонять? Да. Сядет за руль и Да. поедет. Да. Неся Кузьминична, да? На такси езжу. Так, вот буквально какие-то там 10-15 минут, Да. а шляпка, ну вот та самая, практически готова, да? Верхняя часть. Да. Верхняя часть готова, то есть будет еще подклад, да? И Да. будет еще какой-то декор, да? Да. Вот мы соединили просто эти детали, и вот пошла уже вторая шляпка. А почему задняя часть должна быть чуть-чуть ниже, да? Выше. Выше Так должна. должно быть, да, по Да. правилам? Мгм.
передняя часть поменьше. Да, вот так, если это Пониже. выглядит. Да, вот Да. мы видим так, что она Да. у нас затылочная часть, она у нас повыше. Мгм. Да, чтобы было так, да, Ну, очень красиво. Ну, так-то несложно изготовлять. Ну да. Да. Несложно. А вот эта высота, она стандартная или нет? Нет, ну, я на глаз делаю. М, Я на глаз делаю высоту. Просто самое главное правило, это чтобы она была, задняя часть была повыше, да? Да, да. И вот здесь, чтобы был обхват головы, правильно? Да, да. И По все. размеру. Ну и, конечно, выбрать самое главное цвет Да. ткани, да? Да, да. Принципиально важно. И декор. Фактура. А я хочу показать, вот как выглядит подклад, да? Вот какая работа кропотливая, ювелирная, да? Ну, ручная. Ага. Ручная Смотри. работа, вот так подклад весь выглядит шов. Какие красивые. Я национальную одежду очень люблю. Я пропагандирую поэтому. То есть вот даже вот обратите, как встретила нас, да, сегодня Анисия Кузьминична, прям вся в том самом традиционном, да, наряде. Наряде, да. Да, здесь мы видим, вот здесь вы очень, на картине очень красиво выглядите. Здесь тоже все у вас национальное, да, Да, да. фотографии. У вас дом практически как музей, да, ваших работ. Как в музее. Вот здесь у нас есть. Современная. Вот, смотрите, дорогие друзья, Да, еще да. какая работа есть. Это у нас Хангаласский тотем. вот Орел. орел. Но кто бы мог подумать, что на самом деле это же головной Это убор. головной убор. Да. Вот, посмотрите. Мгм. Вот так вот. Одевается на голову. А здесь у нас орел. Да, в крыле. Вот так вот. Еще я коллекционирую Ой, что наперстки. наперстки коллекционируете? Да, да. Очень интересно. А где-нибудь можете показать нам? Конечно, могу. Давайте посмотрим. Ну, там много у меня. Я люблю свое дело, профессию свою люблю. Поэтому я решила собирать коллекцию. Посмотрим. Коллекцию наперстков. Мгм. Ну и там машинки есть у меня. Вот, допустим, вот машиночка. Брошки, машинки. То есть все по своему любимому делу, да? Да, да, да. Ножницы. у вас тут. Ножницы, брошки. Вот дочь мне делала. Дочка делала. И вот. Привозят меня со всех концов света. Это наперсток? Наперсток. Сувенирные. Вот тоже наперсточек. Это шить. Это наперсток шить, вот, когда кожу шьешь. А, смотрите, Чтобы какой не наперсток. скользило. Чтобы не скользило. Так, это мелочь. Это мелочь. Ой, папа, посмотрите, сколько здесь наперсток. Да. Вот швейная машинка. Очень люблю я вот эти вот машинки. 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 Ага. А сколько тут наперстков? Посмотрите, даже с Египта есть. Да. С Египта, с Кубы. Откуда только нет. Вот такие интересные наперстки, да? Вот это вот Силиконовые. фарфоровый. Ну да, как называется? Керамические. Керамические. Вот кисловод написано. Вот тут есть. Вот тут. Вон какие-то красивые. Да. Ажурные. Ажурные. Но это все для красоты или ими тоже сшить можно, матрешка? Нет, они сувенирные же. Все. Все сувенирные. Вот серебряные. Серебряные, вот они, то есть серебряные. Серебряные вот эти. Вот эти 3 штуки серебряные.
все тут написано. Это Ирландия. А, ну, Вот так вот. вот утюжочек. Утюжочек. Даже открывается. Тут янтарь был. М. С янтарем. И вот чайник тоже с янтарем. Ну, очень красиво. Хорошая такая добротная коллекция. Да, вот это вот наперсток точилка была. Взяли, выкинули. Думали, не это. Что-то не то валяется, мусор. Да. Вот такие вот металлические. Я сама в Сербии была. Из Сербии привезла. Подожди-ка, я что привезла? Подожди, сейчас покажу. Вот. Вот это. Вот это, вот это, вот это. М. Тоже машинка. А это вот сюда иголочки. А, Иголочки вот. втыкать, да? Чтобы, смотрите, какое кольцо есть. И сразу в него же иголочки. Да. Для булавочек. Сколько уходит времени на создание одной шляпки? Примерно хотя бы. Ну, день. День, да? Целый день. Но если сесть вот сидеть. так, да? Но мы сегодня просто хотели поделиться немножечко вашими советами, да, если вдруг кто-то решил себе шить шляпку, да? В Да. принципе, ничего сложного здесь нет, да? Нет, тут у меня это клеевая. Угу. С клеевой. Нет, это фетр. Фетр. Фетр и сверху вот это вот прозрачная гипюровая ткань. Угу. Так, вот здесь на края, чем вот это, ободок, да, или что это? Да, лента. Лента. Корсажная лента шьется. Да, запоминаем, дорогие друзья. Корсажная Ну, а затем лента называется. делаем подклад. Подклад выкраивается по косой. Не по прямой, вот как на выкройке, а по косой. Она растягивается. Собирается здесь в центре, да? Ага. Косая ткань, вот на макушке вот так собираем в сборку. И как бы тут это сосборенное получается. Да, мы это видели. Ага. А если прямую ткань вот так соберете, так не получится. По-другому будет лежать там. Да, и, соответственно, потом уже подклад пришиваем Да, вручную. да, вручную пришивается. Вот так. Вручную Загибаем. пришиваем к тому самому Ага. ободочку. Корсажу. Ага. Корсажу. Все. И Корсажной шляпка будет готова. Корсажной ленте. Корсажной ленте. Вот так, да? Да-да. Везде своя терминология, да? Да. Немаловажно. Так, ну что, спасибо И большое. подшиваем вот тут. И подшиваем. И Всё. шляпка Вручную. будет готова. Ага. И украшения добавляем сюда. Сюда украшения добавляется тоже. Это вы продумываете чуть позже, да? Да. Все. Ну что, Анисия Кузьминична, спасибо большое, что у нас была такая возможность прийти к вам в гости, посмотреть на ваши вот те самые шляпки. Спасибо за то, что поделились своим опытом. Ну а мы, дорогие друзья, не перестаем говорить. Ищите себя в различных увлечениях, пробуйте, да, созидайте, творите. Начинать никогда не поздно. И, возможно, вы найдете свое увлечение в шитье, возможно, в создании таких шляпок. Самое главное, чтобы это приносило удовольствие. Спасибо вам еще раз. Ну а мы увидимся уже совсем скоро. И вам тоже спасибо.